Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, сапраўды, уже давным-давно, 28 годов тому назад, в Беларуси заявились первые политвязни. И сегодня, когда ситуация в Беларуси просто катастрофичная, и мы уже отделены от нашей батьківщини, железной заслоной новой, я скажу, что ничего нового не изменяется. Нема. Тады еще те, кто незаконно кировали Белоруссию, были бандой, ГБшной бандой. И для меня абсолютно страшно, что за последние 4 года мы разгубили практически все, что было напрацовано в борьбе с лукашенковским режимом в Беларуси. Тут, на День Героя 27 листопада, мы принимали заяву на конт белорусских политвязней, потому что до этого часу лукашенковские спецслужбы, яны моцные. Яны не только штодень арестовывают, катуют белорусов, яны практично нават вызначают личбы белорусских политвязней. И мы принимаем заявы, мы принимаем резолюции, а нас никто не чует. В вынику эксперты кажут уже о вельми великих личбах политвязней до 15 тысяч. Вы можете поглядеть, на каких личбах застыли даденные, какие есть в официальных звестках повсюль. Потому что нават в 24-м году чомусьці такие террористичные структуры, как КГБ, Губазик, которые терроризуют белорусов, называются правооборончими органами правоохоўчымі. И белорусский народ вымушены жить той страшной реальностью, якая на нас обвалилась 3 года тому назад. Бо мы памятаем, что праз 2 дни будет уже 3-я годовина забойства Витольда Ашурка. И коли яны забили Витольда Ашурка, яны спынили на пэўны час катаванні в белорусских турмах впершыню. Яны чекали реакцию. А лишь диаспора тады была занята патрабаваннем свободы Протасевичу и Сапеги, які уже на воле. И катаванні змацніліся и пошли забойства. И зараз, чему я такого резко выступаю, бо сегодня белорусские политвязни являются закладниками того, что еще будет. Бо вся Европа, окромя белорусов, рыхтуется до войны. И для политвязней это будет просто катастрофа. Потому что мы домогались того, как были все-таки ранее санкции суперзлочинной банды ГБшной Лукашенки с одним потребованием – вызволения политвязней. И это не сделано с 2020 года до этого часу. Бо это так само блокуется. Тому я вельми прошу почуть меня. Санкции принимались за кошт гибридной войны, которую вела Россия против Лукашенко, когда атаковала нелегалами краины ЕС. Санкции принимались, потому что Лубянка провела операцию снова-таки против Лукашенко захопа с самолетом. Санкции принимались, потому что Россия развязала российско-украинскую войну, використовуючи то, что белорусы не имеют права выбирать уладу, и там керует банда Лукашенки. Треба терминово, как эти санкции были переформатированы под одно потребование. Это вызволение политвязней. И треба разуметь то, что было в 96-м году, то, что было в 10-м году, то, что было в 20-м году. Лукашенко не только забойца и бандит, и он чужий для белорусов. И он трымается только за кошт московской подтримки.
і давним-давно для визволення політв'язнів мусили прийматися санкції супроть тих, у кого Лукашенко вассал, супроть Російської Федерації. Коли гэта не буде зроблена, то тая катастрофа, про яку ми кажемо, яна буде тільки ще більш моцною. Бо ті, хто сьогодні незаконно керує Білоруссю, яны мають своїх жахливих попередників. І сапраўды в Беларусь повернулись сталінські часи. І тое, що сьогодні роблять з білоруськими політв'язнями, это страшно. Але мы знаем свою историю. И коли мы не будем потребовать справедливости, коли не будем сами стоять тут в свободе, коли перестанем хлусить хотя бы сами себе, только тогда мы будем иметь право сказать те речи, что мы солидарны с нашим белорусским народом, який сьогодні в вельми тяжких умовах змагається з той бандою, яку накинула Москва на шию білоруському народу. Тому свободу політв'язнів! Свободу політв'язнів! Свободу Білорусі! Свободу, волю, бо білоруси європейці. І коли не буде спинена тая катастрофа, яка в Білорусі, то нема іншої альтернативи, як ті страшні події, про які все голосній і голосній кажуть в Європі. Бо Білорусь – центр Європи, білоруси – європейці. І білоруси Варшави, не дозволяйте, каб забывали про европейскую країну Беларусь. Бо Беларусь жила, живе і буде жити. Але її лёс зараз оплачується життями і здоров'ям лепших синок і дочок Білорусі. Дякую вам. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь!